93% молодежи пользуются смартфонами, 155% от числа населения России подключены к сети, и примерно 8 часов в день каждый из нас проводит в сети. К чему это приводит? Это приводит к информационному хаосу. Последствия этого информационного хаоса проявляются в энергетическом параличе. Что это такое? Наша операционная память переполнена. Да? Здесь у вас вчера были цифры, сколько в день мы поглощаем информацию. Из-за переполнения памяти наш мозг не успевает все это дело обработать, поэтому мы не можем делать какие-то конкретные конструктивные выводы. Следующее, клиповое мышление. Листая ленту, мы с вами занимаемся тем, что собираем только урывки какой-то информации. И опять-таки целостную картину мира сформировать не можем. И всего этого вытекает неопределенность, тревожность, страхи и подавленность. Особенно это касается молодых детей, подростков, мозг которых еще не открыт. Ну и все вместе это приводит к ценностному хаосу. Человек теряется в хаотичном информационном потоке, делает верные выводы из противоречащей его информации. Где подростки снижают уровень, как подростки снижают уровень неопределенности? Где они ищут ответы на интересующие вопросы? Где? В интернете. Где в интернете? Да, в социальных сетях, да, самый простой ответ. Еще где? На Википедии, да, вчера обсуждали. Еще где? Вот в интернете. В поисковике, да, могут что-то найти. Телеграм, абсолютно верно. Мессенджеры. Ну, в мессенджерах, да, различных. YouTube, TikTok, абсолютно верно. Соцсети, можно в них найти ответы абсолютно на все вопросы, да, это ресурс, который можно использовать для информирования, общения, выстраивания коммуникации с необходимой аудиторией. Мы все с вами в рамках своей работы тоже часто сидим в соцсетях. В среднем от 4 до 5 соцсетей – это те соцсети, которыми мы пользуемся ежедневно для работы и для общения. Наиболее популярными соцсетями являются ВКонтакте и Телеграм. Если рассматривать более старшее поколение, то это Одноклассники и Яндекс.Дзен. Но, к сожалению, да, обсудили, да, когда подростки берут информацию, но, к сожалению, что наши подростки видят, просматривая соцсети? Черноту показывать может. На территории Украины стали массово сносить не только мемориалы советских времен. В стране объявлена дерусификация, и первым под снос попал Александр Сергеевич Пушкин. Уже в 3 городах Украины демонтировали памятники поэту. Пушкина в городе Мукачево вандалы сначала раскрасили в желто-синий. Общими силами поэта отмыли от краски, но вскоре власти избавились от бюста в рамках дерусификации. Кроме того, демонтировали и мемориальную табличку со школы имени поэта. В Ужгороде Видео из Европы. Парке Победы к утру 24 августа остановили 80-метровый центральный обелиск с 5-конечными звездами. Демонтаж начался с фигур советских воинов-освободителей, а на этих кадрах, снятых местным телеканалом, видно, как рушится композиция «Мать Родина». К сожалению, просматривая такие видео, да, видеоролики, подростки складывают картину в своей голове, да, что это происходит в Европе, да, у них все хорошо, значит, это нормально. К чему приводит не объяснение подросткам о том, что это плохо, да? К сожалению, сейчас, наверное, зачастую вы видите в интернете фотографии, когда подростки не ценят свою историю, да, не чтят наши традиции, оскверняются памятники. Вечный огонь, да, очень часто можно увидеть выжимки, да, из видеороликов тоже сделала, когда подростки считают нормальным провести так свое время. Откуда это все берется, как вы думаете? Из видеороликов, да, то есть наша с вами задача как педагогов обсуждать с ними видеоролики. Сейчас очень часто появляются, да, какие-то вот тот же самый снос памятников, да, если памятники в Европе сносятся, нужно говорить, что это не очень хорошо, это плохо, это ужасно. И то, что хотят сейчас, да, поставить памятник акуле, которая съела туристов в Турции, об этом тоже нужно с детьми проговорить и сказать, что так не должно быть, это неправильно. Унижается наша нация, наш народ. Детская и молодежная аудитория, они информационно уязвимы, неподготовлены и легко подвержены манипуляциям в силу возрастных особенностей, недостаточности навыков критического мышления,
снижение авторитета школы, да, блогеры у них являются авторитетом, преподаватель, неумение идентифицировать информацию, ее источники, низкого уровня политической культуры, либо аполитичности в обществе. Ну и, соответственно, морально-нравственные, этические, социальные личностные императивы молодого человека в возрасте 7-18 лет формируют маскульт, социальные сети, медиа, игровая аудитория, селебрити, кумиры и сверстники. Все это формирует общество потребления. Негативные стороны общества потребления вчера мы тоже с вами обсуждали, послушайте, поэтому останавливаться не будем. Также вчера вам рассказывали про пентобазис. В основе пентобазиса, да, в нижней его части, лежит развитие патриотизма. Это тоже пропустим. Итак, давайте перейдем к патриотизму. Что такое патриотизм? Скажите мне. Любовь к родине. Так, любовь к родине. Что такое любовь к родине? Ценности, понимать и знать ценности истории, культуры, Так, народа. так, начиная с самого маленького. Города своего. Движение, внедрение семьи, города, малой родины. Делать что-то на благо. Так, делать что-то на благо родины. Видеть несовершенство и исправлять. Так, хорошо, спасибо. Готовясь к мероприятию, я, конечно же, зашла, обратилась к словарю. И слово патриотизм в словаре дается следующая трактовка. Это любовь к родине, отечеству, все вы правильно сказали, абсолютно. Своему народу, его традициям, готовность и способность пойти на жертвы ради блага близких. Итак, давайте с вами тоже поработаем с когнитивным аппаратом. Что такое любовь? Объясните мне. Что такое любовь? Чувства. Эмоции. Внимание. Это все синонимы слова любовь. А вот объясните мне, как я понимаю, что вот это любовь? Забота, принятие. Хорошо. Еще Чувство привязанности. чувство привязанности. Так, замечательно. Так, на самом деле, да, слово «любовь» трактуется в словарях как способность поступиться интересными ради защиты объекта любви. Любовь – это не чувство, а состояние человека, способного на жертвы ради своей любви. Синонимы вы абсолютно правильно сказали. Готовность к самопожертвованию. Что это такое? Отдать жизнь. Так, отдать жизнь, да, то есть, если я там люблю, там, я патриот, я обязательно должен умереть за свою страну. Не обязательно, но он готов к этому. Готов умереть? Так, хорошо, спасибо. На самом деле, да, готовность к самопожертвованию – это основа служения, как высшая степень верности делам и принципам. Не обязательно умирать за свою страну, главное – гореть тем делом, которым мы занимаемся. Служение. Что такое служение? На благо. Работать на благо Родины, да, на самом деле словарь нам опять дает определение, это отказ от эгоизма и эгоцентризма в пользу близких, общества и страны. Ну и что же такое благодарность? Что ты не только получаешь, но и отдаешь. Так, не только получаешь, но и отдаешь, хорошо. Замечательной стране у нас прекрасно, да, ну, хорошо. Но на самом деле, да, словарь нам трактует благодарность как следствие самоотверженного служения. Ну и совместно служение вместо потребительства – это многовековая традиция нашего народа, залог единства и процветания Отечества во все времена. Об этом нужно говорить с детьми. Им нужно разъяснять понятийный аппарат. Нужно работать с определениями, можно это делать на уроках, да, там, русского языка, литературы, прорабатывать с ними каждое лицо, каждое измышление. Ключи сознательного патриотизма. Что это такое? Знание отечественной истории, понятие подвига и подвижничества. Соответственно, подвигу всегда есть место в повседневной жизни, потому что нас окружают реальные люди. Скажите мне, пожалуйста, что такое подвиг? Геройский поступок. Во имя чего? Во имя чего-то, во имя чего? Самопожертвование. Во имя высоких принципов. Хорошо. Какие бывают подвиги? Ну какие? Героические подвиги. Вот что это имеется в виду героический подвиг? Повседневный подвиг. В жизни, в обычной жизни. В обычной жизни. Хорошо, в обычной жизни подвиги совершаются. Военное время подвиги совершаются. Нравственные подвиги. За нравственный подвиг, да, учителя тоже.
выделяют даже медали. На самом деле, да, подвиги бывают военные подвиги, они, соответственно, совершаются во время несения службы либо выполнения боевых задач. Подвиги бывают гражданские подвиги в жизни в любое мирное время, когда вы исполняете свои трудовые обязанности. Ну и спортивные подвиги – это те результаты, которые достигаются под флагом своей страны. Дети часто путают. Для них подвиг, для них герой – это только тот, кто пошел на войну и умер за свою страну. Нужно у детей формировать понятие того, что подвиги можно совершать в мирное время. Допустим, врачи во время ковида, они совершали подвиг? Конечно, совершали. Волонтеры, которые ходят там безвозмездно на благо там, близких, окружающих, совершают добрые поступки. Они патриоты, они герои, они также являются героями. Организаторы российского фестиваля кино и интернет-контента «Герои большой страны» совместно с проектом «Мотивирующие цифровые уроки» выяснили, кого школьники считают героями. 26% героями считают своих мам, пап, бабушек и дедушек. 10% вдохновляются историями о Человеке-пауке, Наруто и Железном человеке. 5% считают героями участников Великой Отечественной войны, ну и там уже чуть меньше, это Юрий Гагарин, президент России наш, Владимир Владимирович Путин и врачи. Ну давайте с вами посмотрим, насколько хорошо вы знаете наших героев. Кто на слайде? Так, Александр Невский, замечательно. Это кто? Нет, какой-то апостол, нет, неверно. Историческое, это все какие-то люди. Князь Олег. На самом деле это Иван Сусанин. Так, это кто? Ломоносов, да, его мы узнали без проблем. Александр Ушаков. Это кто сказал? Молодец, какая Ушаков. Отлично. Гоголь. Федор Ильич Чайковский, да, учителя музыки отвечают. Это Попов, хорошо. Доктор Лиза, молодцы. Юрий Никулин. На самом деле, да, вы все педагоги с опытом, да, с кем-то вы портреты показываете, да, как на уроках и так дальше. Когда я показывала эти портреты школьникам, они были в ступоре. Там Невского, Гоголя еще могли узнать, остальных они не знали. Вот эти люди, они патриоты, они герои. Есть и военные герои, да, есть те, кто совершал свои героические поступки в мирное время. Хорошо, давайте еще посмотрим, как вы хорошо знаете персонажей. Настя Ивлеева. Таня Милохина. Влад А4. Латвенко. Ну это... Кадыров. Витец. Марков. Смотрите, эти люди являются патриотами и героями. Не все, да? Есть среди них некоторые. Кого вы считаете из них героями? Кадыров. Лавров. Акинфеев, да? Ну, смотрите, да, дети всех вот этих персонажей, они узнают без проблем. Они у них всегда на глазах, на виду, они слушают, они ими увлекаются. Задача педагога сделать так, чтобы те герои нашей страны, которые известны нам, да, учителям, были также хорошо, легко узнаваемы и нашим детям. Итак, скажите мне, пожалуйста, знаете вы, кто эти люди? Да. Они герои? Нет. Ну, смотря кто что вкладывает в понятие. Так, хорошо, пожалуйста, что вы вкладываете? Ну, например, Ксению Собчак много считают героем, потому что она открыто высказывает свое политическое мнение. Например, в нашей стране могут пойти против власти, а она свободно открыто высказывается и там, на YouTube или Телеграме ведет свой канал, и многие ее точку зрения поддерживают. Но это точка зрения веры, точка зрения политики государства. Еще я просто... Точка зрения ее верная с точки зрения политики государства. Нет, неверно. Да? Можем ли сказать, что она прям такой явный герой?
Какими чертами должен обладать герой? Так, а? Храбрость. Храбрость, Честность. честность, Кого? патриотизм, альтруизм. Но она должна быть хорошим героем, внимание, которых большинство поддерживает. То есть нет противоречий. Так, нет против... А у нее все поддерживают. То есть невеличкое количество сильнее поддерживает. Но она Так, все не вообще-то очень умная женщина. Очень умная женщина. Пушка бомба, да? Так, ты ее поддерживаешь, да? Хорошо, спасибо. Но на самом деле назвать этих людей явными героями, как бы, ну, довольно проблематично. Эти люди герои? Да. Кто эти люди? Фитрисов, Немов и Александр. Немов и Александр Корей. Почему вы считаете, что эти люди герои? Но они олимпийские чемпионы мира, они добивались огромного количества медалей для нашей страны в разные виды. То есть Но это они раз... с травмами многие выступали. Например, Корея выступал на Олимпиаде со сломанными ребрами, он греко-римский боец. Да, абсолютно верно, да, то есть эти люди совершили какие подвиги? Спортивные подвиги, да, тоже они считаются героями. Эти люди герои? Да. Кто эти люди? А? Маршалы какие-то, а более подробно какие маршалы? Маршал Жуков, абсолютно верно, Рокоссовский и... ну, не совсем Кутузов, да, это Суворов. Почему вы считали, что эти люди герои? Да, то есть они проявили свой героизм уже в военное время. Хорошо, герой среди нас. Также детям нужно популяризировать то, что герой не обязательно должен умереть за свою страну. Это мои ученики, они, соответственно, шли домой по набережной у нас, услышали, как дети провалились под лед. Они бросились вытаскивать детей, да, вот эти вот два парня, Влад и Вадим, они подползли, кромки льда достали двух мальчишек и, соответственно, спасли тем самым, да, вызвали 112. Они герои? Да. Герои. Тоже наверняка вы слышали историю, да, не историю, то, что случилось с Нурмагомедом Магомедом. Он попал в окружение 5 террористов, ну и, соответственно, ему говорили, там, сними, да, чтобы ваши сдавались, он сказал, работайте, братья, после чего взорвался. Посмертно его наградили званием Героя России. Дмитрий Дамир Юсупов, да, тоже пилот гражданской авиации, он смог посадить на поле самолет с пассажирами, тоже ему дали награду Героя России. Есть совсем молодые герои России, Юлия Чижова, ей всего лишь 10 лет, Белгородской области, на вынесла братьев из пожара. Дмитрий Леонтьев, 12 лет, Самарская область, он спас друга от смертельного удара током. Вот про этих людей нужно рассказывать своим ученикам, говорить, что это обычные люди, они не обладают никакими-то сверхспособностями, там, да, они не умеют летать, там, да, и так дальше. Но они являются героями, они проявляют свой патриотизм в мирное время. К сожалению, бывает такое, да, что спасая других, люди отдают свою жизнь. Таким примером является мальчик Женя Табаков, он награжден орденом мужества, к сожалению, посмертно. В дом его проник грабитель, мальчик начал спасать свою сестру, набросился на преступника с ножом, преступник нанес ему 8 ударов, к сожалению, мальчик умер, но его сестра смогла спастись. Или же Данил Садыков, он бросился в фонтан, который упал, провод с электрическим током спас ребенка, который был в этом фонтане, тоже погиб, тоже награжден орденом мужества посмертно. О таких людях, о таких детях тоже нужно говорить со своими школьниками, со своими ребятами. Да, это тяжело, психологически, кто-то не может это выслушать, но это нужно делать, это необходимо делать и доносить до детей, кто такие герои, истинные герои. Ну и готовясь к сегодняшнему мероприятию, я нашла сайт «Герои среди нас». На этом сайте размещаются реальные истории тех героев. Обычно, да, герои это, они не говорят о своих поступках, да, не заявляют. Здесь каждый может зайти на этот сайт и в ленту героев выложить те поступки, которые совершили, там, да, кто-то близкий, вы знаете, да, что совершил какой-то добрый, хороший поступок, поделиться с этим. И там на карте страны высвечивается регион и те люди, которые, ну, стали героями. У кого-то есть заслуженные награды, у кого-то таких наград пока нет, но герои не ради наград совершают свои поступки. Наша с вами задача растить таких героев, таких истинных патриотов своей страны. Большое вам спасибо за внимание.